Көп рахмет. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз конференциясын бастаймыз. Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Мы рады вновь приветствовать вас на площадке службы центральных коммуникаций. Құрметті әріптестер, бүгінгі баспасөз конференциямыз Арыс қаласында болған жағдайға байланысты соңғы деректер жайында болады. Спикеріміз Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің төтенше жағдайлар комитетінің төрағасы Владимир Робертович Бекер. Владимир Робертович, добро пожаловать и, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые журналисты, уважаемые телезрители. Я бы сегодня вкратце хотел доложить о той работе, которая была проведена в городе Арысь, где произошла чрезвычайная ситуация 24 числа, и та работа, которая на сегодня, и та обстановка, которая на сегодня там складывается. Все мы знаем, что 24 числа в 9 часов 20 минут на центральный пункт пожарной связи Туркестанской области поступило сообщение о пожаре на территории арсенала войсковой части Министерства обороны. Незамедлительно в течение 1 минуты 3 пожарных расчета пожарной части города Арысь выехали к месту вызова. Но в тушении пожара склада арсенала они не были допущены сотрудниками Министерства обороны. И в 9 часов 40 минут начали поступать сообщения о первых пожарах, возникшие в результате попадания боеприпасов на территорию города, в связи с чем наши подразделения начали ликвидировать очаги возникших пожаров в жилом секторе города Арысь. В 9 часов 50 минут акимом города Арысь было принято решение об эвакуации населения города. В течение дня всего из города было эвакуировано 3566 человек, и более 39 тысяч населения самостоятельно покинули город Арысь. Одновременно с этим было принято решение по направлению группировки сил и средств департаментов полиции и департаментов по чрезвычайным ситуациям из соседних районов, из города Чимкента для проведения необходимых работ. Хочу сказать, что в целом в городе Чимкенте и прилегающих районах Туркестанской области было создано 88 эвакуационных пунктов, где было размещено 10 238 человек. Проведена экстренная эвакуация 26 детских садов, в которых находилось 1387 детей. Акиматом области и волонтерами была организована работа по составлению списков вывезенных детей, в том числе с фотографиями. Соответствующие списки были размещены на сайте акимата, в блоках волонтеров, в специальной сводной группе в приложении WhatsApp и в социальной сети Facebook. В результате к 10 часам 25 июня 2019 года были установлены и опечены родители всех эвакуированных детей. Пожарными подразделениями Комитета по чрезвычайным ситуациям до 15 часов 30 минут 24 июня осуществлено тушение 23 пожаров, возникших в городе Арысь. Вечером 24 июня город Чимкент и город Арысь посетил глава государства, который ознакомился и посетил непосредственно пункт эвакуации, ознакомился с ситуацией, как и где размещены люди, как организовано питание и быт. В последующем уже где-то в районе 23 часов вечера он посетил город Арысь, ознакомился с ситуацией, посетил саму территорию и объекты, поврежденные в результате данной чрезвычайной ситуации. И на месте были даны конкретные поручения, в том числе Министерству внутренних дел. Основную задачу, которую он поставил, это обеспечение безопасности граждан, охрану общественного порядка, и поставленные задачи Министерству обороны по принятию мер по передислокации
значит, имеющихся складов боеприпасов в безопасную зону с той целью, чтобы не создавались проблемы в будущем. А также были поставлены задачи по восстановлению инфраструктуры города, ремонту поврежденных зданий и сооружений. Вместе с этим, значит, постоянное наращивание сил и средств Министерства внутренних дел. Дополнительно с Министерством обороны, значит, хочу сказать, что были попытки местного населения возвращения самостоятельно на территорию города. Естественно, это представляло серьезную опасность. Значит, в избежание этого было принято решение по созданию дополнительных постов совместно с Министерством обороны, Национальной гвардии и сотрудниками полиции. В целом по периметру города было организовано 90 таких постов. Значит, более того, в круглосуточном режиме осуществлялось патрулирование улиц города сотрудниками, значит, департамента полиции и подразделениями Национальной гвардии, что в целом обеспечило должный правопорядок, значит, во время, значит, проведения вот этих мероприятий. Значит, хочу сказать, что в результате данного чрезвычайного происшествия пострадало 57 человек, 3 из которых погибло. 54 получили различные травмы, значит, и сегодня находятся на излечении. В целом же за медицинской помощью обратилось порядка 409 человек, из них 80 были госпитализированы. Значит, начиная с 25 июня, значит, было принято решение о привлечении со всех подразделений Министерства обороны, Национальной гвардии, спецподразделений Министерства внутренних дел, значит, саперов для проведения работ по очистке, первое, территории города Арысь от остатков боеприпасов или, значит, целых боеприпасов, а также принятие мер по возобновлению железнодорожного сообщения. Необходимо было обследовать порядка 30 километров железной дороги для того, чтобы убрать с путей остатки и находившиеся на нем боеприпасы, значит, и обеспечить безопасность. В результате принятых мер, значит, 27 числа удалось восстановить железнодорожное сообщение, значит, и к 28 числу, значит, подготовить город для возвращения жителей. Для этого, значит, акиматами города Чимкента и Туркестанской области была проведена работа в эвакуационных пунктах и организована 28 июня, значит, были привлечены 302 автобуса для доставки жителей, которые размещались в эвакуационных пунктах. В 8 часов 28 июня колонна автобусов с жителями города Арысь, значит, вошла в город. Значит, хочу сказать еще раз, что на этот момент саперными подразделениями были обследованы вся территория города и территории, значит, жилых домов, в том числе и жилые дома, где найденные остатки боеприпасов и их фрагментов были выведены. Значит, более того, учитывая, что на данный момент, значит, водоснабжение города не было исправным, значит, нами было принято решение для обеспечения безопасности выставления 16 пожарных автомашин в каждом районе города, рассредоточения, для того, чтобы в кратчайшие сроки, значит, обеспечить безопасность граждан и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций. Значит, более того,
были созданы по указанию министра внутренних дел, создано 48 следственно-оперативных групп, которые были рассредоточены по всем улицам города для того, чтобы граждане, посетив свои дома, обнаружив какие-то недостатки или недочеты, могли обратиться к сотрудникам полиции с заявлениями. Хочу сказать, что на сегодняшний день с такими заявлениями поступило всего 85 сообщений, в том числе о краже личного имущества. Хотелось бы отметить, что сотрудниками полиции достаточно квалифицированно проводится эта работа, разъясняются все моменты, и у местного населения вопросов пока по этим не возникает. Хотелось бы отметить, что принятыми мерами достигнуто, что обстановка сегодня в городе Арысь достаточно стабильна. Все системы жизнеобеспечения работают, имеется электричество, восстановлено водоснабжение, приняты меры санитарными службами по удалению из города продуктов питания. Была проведена разъяснительная работа с населением о том, что те продукты питания, которые остались у них дома, они ввиду того, что было отключено электричество, были испорчены, хранились не соответственно, и около 5 тонн продуктов питания у населения было изъято и утилизировано. Более того, были проведены работы по дезинфекции, а также ветеринарной службой проводилась работа по нахождению и утилизации погибших домашних животных. Такая работа была проведена и обработки мест там, где они находились. Как я говорил выше, было принято решение на уровне правительства об оказании помощи жителям города Арысь и восстановлении поврежденных зданий и сооружений, в связи с чем город разделен на 17 секторов. За каждым сектором закреплена область, либо город республиканского значения. Но в среднем в каждом секторе находится от 400 до 500 жилых домов. На сегодня представители всех регионов находятся в городе Арысь. Созданы 17 штабов по проведению аварийно-восстановительных работ. Развернуты палаточные лагеря для строительного десанта, заводятся строительные материалы, и начаты работы по уже восстановлению жилых домов. Параллельно ведется работа экспертами по оценке материального ущерба и оценке поврежденных зданий и сооружений. Хочу сказать, что из общего количества зданий и сооружений порядка 6 тысяч на сегодняшний день уже экспертами подтверждено, что имеют повреждения. Вот такая ситуация вкратце. Ну и также хочу продолжить, что подразделениями Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел сегодня продолжается работа по оказанию содействия Министерства обороны по ликвидации имеющихся очагов на арсенале. Хочу сказать, что очень серьезная работа проводится сегодня Министерством обороны. Более 1000 саперов привлечено, территория города очищена, железная дорога очищена, проводится работа по очистке остатков боеприпасов и самих боеприпасов, прилегающей территории к городу, и самого арсенала. Я думаю, что в ближайшее время эта работа будет завершена. Спасибо, Владимир Робертович, за информацию.
Сіздер тікелей эфирде орталық коммуникациялар қызметінің брифингін көрдіңіздер. Оған бүгін спикер ретінде еліміздің төтенше жағдайлар комитетінің төрағасы Владимир Бекер қатысып, арыстағы соңғы жаңалықтармен бөлісті. Бірер сәттен кейін жаңалықтарымызды ары қарай жалғастыратын боламыз.